Великая Отечественная война. То страшное время, когда бои шли повсюду. На воде, на суше, в воздухе. На защиту мира встала и Абхазская ССР. Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны из республики было призвано 55,5 тысяч человек. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек. Как рассказал историк Аслан Авицба, выходцы из Абхазии сражались практически на всех фронтах Великой Отечественной войны. На территории Абхазии также шли ожесточенные боевые действия. В горах Абхазии это наши знаменитые Санчарские, Клухорские, Марохские перевалы, которые летом 1942 года были заняты войсками вермахта. Ну и, конечно, выходцы из всего большого советского государства принимали участие в обороне абхазских перевалов. Война на территории Абхазии, в горах Абхазии, это является неотъемлемой частью битвы за Кавказ. А битва за Кавказ, тут сложно говорить, что значимее в войне. Все битвы значимые, но битву за Кавказ рассматривают наравне с битвой за Сталинград. В период ВОВ Абхазия превратилась в огромный медицинский центр, настоящий госпиталь фронта. Здесь было организовано более 40 госпиталей, спасено около 200 тысяч жизней. Тысячи людей объединились ради одной цели – вернуть солдатам здоровье и веру в будущее. Лучшие здания, в том числе все санатории и дома отдыха, а также городские больницы и школы были отведены под госпитали. Более 30 медучреждений насчитывалось к 1941 году на территории Абхазии. 20 из них располагались в городской части, а остальные в сельской местности. Но уже к концу июня 1941 года, когда вся советская экономика переходила на военный лад, возникла необходимость реорганизовать многие учреждения и сделать их профильными, чтобы они могли качественно обслуживать раненых. Самая невосполнимая утрата, вы знаете, это всегда люди. Есть люди, которые возвращались в строй. А как этого добиться? Этого добивались, конечно, неимоверными усилиями в прифронтовых и даже фронтовых госпиталях, так называемых ИВАК-госпиталях. На территории Абхазии, мы как знаем, территория Абхазии является здравницей, она была таковой и до войны, и поэтому здесь существовали много гостиниц, домов отдыха и так далее. Все они были превращены в больницы и госпитали, военные госпитали. Аслан Авицба подчеркнул важность сохранения исторической памяти. В историографии Абхазии главенствующие концепции двух отечественных войн. Отечественной войны народа Абхазии, Великой Отечественной войны. Для нас эти слова, когда мы говорим «войны», для нас они не пустой звук, а это были войнами за Отечество. И, соответственно, те герои, погибшие в этих войнах, для нас остаются действительно героями, а не предметом спекуляции. Сколько бы ни прошло лет, мы, будущее поколение, будем помнить бесценный подвиг, мужество каждого, кто защитил свою родину и весь мир от фашизма, подарив нам безмятежное небо над головой. Айлита Арутюнян, Лала Сурия, Абхазское телевидение.